С Днем театра и... Всех деятелей и всех, кто любит театр. И прямо сейчас, не отходя от темы, в нашей студии мы встречаем наших гостей. Да, весь март в Якутии проходил 10-й театральный фестиваль «Желанный берег». Участие в нем принимают все профессиональные театры республики. Впервые фестиваль состоялся в 2001 году. Проходит раз в 2 года. Традиционно он завершится сегодня, 27 марта, в Международный день театра. И вручением премии, конечно же. И у нас сегодня в гостях... Рада представить вам заместителя министра культуры и духовного развития республики Владислава Валерьевича Левочкина и председателя Союза театральных деятелей Аяла Александровича Амосова. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Так получилось, что этот фестиваль, да, в этом году он по счету 10-й, юбилейный, да? Какие особенности и чем отличаются нынешний от предыдущих фестивалей? Ну, во-первых, у нас год театра. Театральный фестиваль «Желанный берег» — это самое значимое событие для профессиональных театров нашей республики. И впервые наш фестиваль проходит при федеральной поддержке. И это тоже определило, собой часть изменений. У нас появился призовой фонд. Впервые наши победители театра смогут получить призы. И награда становится еще более значимой. Много на самом деле нововведений. Впервые принимают участие все театры. Присоединился театр эстрады, который представил свои постановки. Впервые появился буклет театра, где буквально позавчера вышло это издание, в котором указаны вообще все лауреаты предыдущих лет и номинанты нынешнего года. Так, то, что я... и еще у нас появился президент фестиваля. Впервые был выбран президент Андрей Савич Борисов, да? Скажите об этом. Андрей Савич, конечно, в нашем театральном мире, не только в театральном, вообще в мире, в жизни республики очень значимая личность. Он автор одноименного спектакля «Желанный берег». В этом году мы ездили в Южно-Сахалинск со спектаклем «Желанный берег», да? И впервые за 38 лет со дня рождения этого театра, этого спектакля впервые побывал на своей родине. Откуда он, этот каяк, да, маленькая лодка-каяк, которая отправилась в путешествие. Встретились с автором этого сюжета, который подарил Чингизу Айтматову, Владимир Санги. Он благословил. Это правильно, что Владимир Санги сказал в начале спектакля, каяк, который отплыл отсюда, бороздил просторы всех мировых океанов, морей и устал от славы и обратно приплыл к себе на родину, чтобы отдохнуть, собрать новые силы, энергию и пуститься дальше на покорение все новых и новых желанных берегов. Хотелось бы сказать в первую очередь слова поздравления со Всемирным днем театра, всем своим коллегам, всем работникам театров, всех народных театров, кто как-то причастен к театру. Не зря Шекспир сказал «Весь мир театр». Поздравляю всех коллег, всех зрителей, всех, кто любит театр, со Всемирным днем театра. «Желанный берег», да, Шекспир сказал «Весь мир театр». А мы хотим добавить, что весь мир, все наши желанные берега – это и наш театр. Потому что мы приплываем, куда бы мы ни приплыли, да? Здесь желанные берега. Куда бы ни приплыл Саха-театр, театр Олонхо, театр оперы и балета, русский театр, театр юного зрителя. Все театры, куда бы мы ни приехали, это становится для нас желанным берегом. Наши желанные берега все расширяются и расширяются. Ну что касается программы, да, помимо конкурсных показов, да, работ, нам также известно, что у нас прибывают очень известные личности, люди, да, гости, такие как журналист Александр Минкин, он здесь, да? Да. Да. Который, кстати, и открыл миру «Желанный берег», да. Постановку, да, спектакль. Да, только в начале хождения своего пути спектакль «Желанный берег» Александр Минкин
написал в театральной жизни такой журнал был, статью. Поэтому, ну, каяк наш обрел новые крылья, новые паруса, и как пошел в плавание. Да, это почетный гость нашего фестиваля. Помимо этого, у нас очень молодой, перспективный такой, ну, совсем молодой человек, театральный критик Антон Хитров. Он тоже работает, постоянно читает лекции нашим художникам, нашим режиссерам, вообще неравнодушным к театру людям лекции проходят в театре. А сегодня уже наш завершающий этап. Сегодня будут названы имена лучших спектаклей. Ну, как лучших, это, наверное, неправильно, да? Потому что все... Лауреатов. Да, лауреатов. Все спектакли, они как... Они рождаются, как и люди, да? Ну и несут свою Да. философию, кажется. А вот эти спектакли, лучшие спектакли, которые поставлены за последние 2 года, они участвуют в нашем фестивале. Ну вот помимо фестиваля еще как чем-то будут оснащен этот день какими-то событиями, Да, в честь мероприятиями, праздника? да. Ну, основное событие, конечно же, церемония вручения премий. Ну, конечно, как сегодня, помимо вот этого... Ну, конечно, это самое главное событие... Самое главное да, событие. самое главное событие всего театрального года. Года театра в России должно быть произойти сегодня, во Всемирный день театра. Ну и, конечно, в течение всего года будут проводиться масса мероприятий. До этого проводились мероприятия, которые... Люди, которые интересуются театром, они в курсе того, что происходит и должно происходить. Это очень насыщенная работа. Мы должны вот этот год театра максимально использовать во благо театра. Сделать дивиденды на многие годы вперед. Нам известно, что еще будет вручена премия приз зрительских симпатий, правильно? Да, да. Зрители сами голосовали. Да. А сегодня уже завершилось голосование, правильно? Да, завершилось голосование. Владислав Валерьевич, давайте послушаем вас. Вы, наверное, хотели бы Голосование поздравить. завершилось, да, я тоже хочу всех поздравить, любителей театра. И у нас вообще театральная республика, у нас очень развита самодеятельность театральная. В республике работает 53 народных театра. И я думаю, что во всех уголках республики наши зрители, любители театра смогут вместе отметить этот значимый день. Что ж, со Всемирным днем театра спасибо вам огромное за участие в нашей программе. С праздником нас